Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшний выпуск «Арены событий» будет посвящен законотворчеству. Один из древнейших правовых памятников, Кодекс Хаммурапи, был создан еще в старовавилонский период в 1750-х годах до новой эры. С тех пор человечество неустанно занимается совершенствованием законодательной базы, правил общественной жизни, продуцируя порой такие нормы. Запрещается петь в неправильной тональности. Это закон американского штата Северная Каролина. Спасать тонущего человека противозаконно, поскольку это является вмешательством в его судьбу. Китай. Мне пришлось поработать в Китае, и там, значит, такая была штука, что там был такой поэт Дуфу, Либо, Джудэнь, это эпоха Тана. Так вот, во время эпохи Тана император принимал на службу, на государственную службу советников только тех, кто умеет слагать стихи. Рассуждение было простое. Если человек умеет слагать стихи, значит, он любит людей, значит, он плохие законы не напишет. Я не знаю, сколько у нас гуманистов, которые пишут законы. Вот. Во всяком случае, есть законы и негуманные. Все-таки не случайно и русское слово «законотворчество» состоит из двух корней. На самом деле это не такой простой процесс, и у него есть свой алгоритм. Давайте по порядку. Кто имеет право законодательной инициативы? Конечно, мы не говорим о внесении изменений в Конституцию, там другие субъекты. А если мы говорим о других законах, не о Конституции, то субъектами права законодательной инициативы выступают президент Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, правительство Российской Федерации, органы законодательной власти субъектов России, то есть в том числе и наше Государственное собрание Республики Саха-Якутия. Ну и по вопросам своего ведения могут быть инициаторами Верховный суд Российской Федерации и Конституционный суд Российской Федерации. У нас в республике очерчен, конечно, несколько другой круг субъектов, в который, кстати, входит Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия. Это наша особенность, и субъекты Российской Федерации могут определять, кто обладает правом законодательной инициативы. А насколько законопроект изначально должен быть проработан, чтобы законодательный орган принял его к рассмотрению? А качество законопроекта вот на этой стадии не проверяется. Это будет уже проверяться потом. Кем? Или каким органом? Но когда поступает законопроект в законодательный орган, устанавливают, имеются ли все необходимые документы, и направляются обычно в ответственный комитет. Ну, комитет, который занимается именно этими вопросами. В общем, этот пакет примерно одинаковый везде. Это сам законопроект. То есть это не должна быть просто идея. Направляются такие письма, что вот, а я вот считаю необходимым, например, закрепить там то-то, что вот, ну ладно, не буду я рассказывать, бывают просто очень интересные письма. Это должен быть именно проект закона, то есть правового акта, который регулирует правоотношения, который устанавливает конкретные правила поведения. Вот, значит, к законопроекту прикладываются пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, перечень нормативных правовых актов, в которые должны быть внесены изменения, которые должны быть, которые утратят силу. Кроме комитета, законопроект направляется в другие органы, обязательно отправляется, вот в нашем регламенте орган называется, ну то есть структурное подразделение называется Государственное правовое управление. В Государственной Думе тоже есть. Во всех законодательных органах есть такие управления. Но прежде там есть экспертные советы. Экспертные советы, и членом экспертного совета ваш покорный слуга является председатель Совета Федерации, да, прокатываются возможные варианты работы этого закона. Сколько на него нужно денег, какую реакцию он вызовет в обществе. И скоропалительных законов
не принимает. Если их принимают, да, то они не работают. Если говорить о компетенции органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов, то есть исключительная компетенция России, есть совместная, а есть компетенция субъектов Российской Федерации. Когда речь идет о законопроектах, предусматривающих расходы из федерального бюджета, необходимо заключение правительства Российской Федерации, которое направляет в законодательный орган, в данном случае в Государственную Думу, официальный отзыв, положительный либо отрицательный. И даже несмотря на отрицательный отзыв, как правило, со ссылкой на дефицит бюджетных средств, ответственный или профильный комитет законодательного собрания часто продолжает работу над законопроектом, особенно если он, проект, социально ориентированный. Порой это занимает продолжительное время. Сказать, сколько времени пройдет от рождения идеи до принятия закона, даже точнее, и начала его действия, невозможно, потому что, во-первых, прохождение законопроекта регламентируется с момента внесения законопроекта. Законы рождаются по-разному. То есть это может быть десятилетие, это может быть очень быстрое прохождение. То есть и объясняется это разными факторами. Вот поэтому сказать прямо конкретно, то есть это не ребенок, который там вынашивается 9 месяцев, это вот не очень так временными рамками все регламентировано, понимаете, с момента внесения законопроекта. В итальянском городе Парма, помимо дегустаторов сыра, существует профессия слухача сыра. Постучав специальной палочкой по головке сыра, слухачи определяют, созрел ли он. В нашем случае депутаты должны быть и слухачами, то есть определять своевременность и необходимость будущих законов, и дегустаторами, чтобы точно определять, какие поправки, изменения необходимо внести в законопроект. Но кто изначально должен этим заниматься? Ну, прежде всего, это автор, инициатор, субъект права законодательной инициативы. У него есть... Ну, а вы думаете, тот, кто внес, именно он сам, именно он разрабатывал? Наверное, все равно у него были помощники какие-то, но официально вносит все-таки субъект права законодательной инициативы. Это совершенно не означает, что именно он придумал, разработал. Он имеет право. Ну, я же вам рассказывала о такой ситуации, что, например, народный депутат республики вносит, а идея-то чья-то другая, она только внесена через... А разрабатывал, возможно, и не народный депутат. Народные депутаты не обязаны быть юристами. Вот не случайно же законодательное собрание – это не просто законодательный орган, это представительный орган, потому что депутаты представляют интересы народа. Угу. Во многих государствах законодатели занимаются тем, что они законы принимают, они сами их не придумывают, не создают. Ну, вот, например, в Англии именно правительство вносит законопроекты, их разрабатывает 90%, а законодатель, он их принимает. Вот. И у нас тоже большую часть законопроекта вносит и на уровне России, и республики, и на правительство. Субъекты Российской Федерации, конечно, вносят инициативы в Государственную Думу, в том числе и наша республика, наше государственное собрание Илтомен Республики Саха-Якутии достаточно активный субъект. И за последние годы процент принятых законопроектов уже в качестве закона увеличился. Немножко у нас произошел рост. И, может быть, это связано с тем, что наши народные депутаты последнего созыва, они очень активно работают в Государственной Думе. Они просто едут туда и работают с профильным комитетом, с правительством Российской Федерации. В Государственной Думе внесенные законопроекты проходят 3 чтения. Первое на уровне концепции, целесообразности. Ко второму в определенный срок вносятся поправки. В 3-м чтении устраняются логические противоречия. В этом интереснейшем процессе законотворчестве есть еще множество различных нюансов. Но вот о чем я бы хотел порассуждать под занавес программы. Каждый из нас, как писал Сервантес, сын своих дел.
И депутаты всех уровней ответственны перед своими избирателями. И когда в Москву на улицу Охотный ряд приезжают представители Государственного собрания Ил-Тумен, чтобы в очередной раз защитить интересы жителей Якутии, им необходимо выступать с четко обозначенной, а главное консолидированной позицией с депутатами и сенаторами от республики. В этом смысле деятельность народного избранника Федота Тумусова мне представляется несколько непонятной. Вот, например, неделю назад в Государственной Думе было организовано заседание Комитета по охране здоровья, на которое был вынесен вопрос о внесении изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации в части отдельных особенностей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Инициатором поправки выступила Республика Саха. Законопроект, находящийся на рассмотрении Госдумы продолжительное время, получивший когда-то отрицательное заключение правительства, имеющий огромное значение для жизни и здоровья северян, был поддержан профильным комитетом Госдумы. А Федот Тумусов, являющийся членом данного комитета, на заседании отсутствовал. Мне кажется, когда речь идет о благополучии нации, консенсус должен приходить на смену партийному антагонизму. «Общее несчастье и общая надежда сближают людей», – писал Андерсон. «В одиночку гор не сдвинешь». Не буду много об этом говорить. Посмотрим в лицо фактам, то есть зайдем на сайт Государственной Думы. Законотворческая деятельность депутата Федота Тумусова. Законопроект о внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Инициатор лично Федот Семенович. Результат – законопроект отклонить. Следующий законопроект, о котором достаточно много говорилось на встречах, о внесении изменений в налоговый кодекс в части налога на прибыль организаций, деятельность которых носит сезонный характер. Результат. 25 марта было принято решение отклонить законопроект. Не буду тратить ваше время, вы можете самостоятельно зайти на сайт Госдумы и оценить законотворческую деятельность депутата. Могу только сказать, что по результатам наших изысканий законопроектов, относящихся непосредственно к Дальневосточному федеральному округу, инициированных лично Федотом Тумусовым и ставших законами за последние 5 лет, мы не нашли. Может, и не к месту вспоминается Салтыков-Щедрин. Чего-то хотелось. Не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. С вами была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.